Ингушетия в тройке лидеров среди субъектов СК и ФО по темпам реализации плана по отбору граждан на военную службу по контракту. Защита Отечества – приоритетная задача страны и отдельных субъектов. О том, насколько активно молодые люди из нашей республики заключают контракты с собравшимся, рассказал военный комиссар Ингушетии Заурбек Кадаборшев. Он отметил, что муниципалитетам необходимо активно включиться в работу с военкоматами. Работа, собственно говоря, продолжается. Здесь бы хотел бы также обратить внимание, что в следующем месяце у нас задание будет значительно выше. И как раз это месяц, когда будет в основном идти подготовка к очередному призыву. Будет нагрузка намного больше, чем сейчас. Поэтому хотелось бы, чтобы главы администрации приняли меры все, которые возможны и невозможно сейчас, вот в этом месяце, до окончания. И как можно больше дали людей для того, чтобы можно было закрыть задание за этот месяц и по возможности перекрыть, чтобы оно пошло еще в следующем месяце. На сегодняшний день успешно задание по отбору граждан на военную службу по контракту выполнили 3 муниципалитета – Магаз, Карабулак и Джейрах. Остальные города и районы должны работать более активно и показать должный результат. В республике отобрано 17 контрактников. Одновременно идет подготовка к предстоящему весеннему призыву в армию. Этих людей – это люди, которые пришли за последнюю неделю. До конца месяца предстоит отправить нам 38 человек. В плане подготовки к очередному призыву на сегодняшний день военный комиссариат занимается подготовкой списка граждан, подлежащих вызову на мероприятия, связанные с призывом, и подготовкой к оповещению граждан, которые необходимо явиться на заседание призывных комиссий. Собственно говоря, эти мероприятия, которые в настоящее время проводятся военным комиссариатом. Вопрос повестки рассмотрения графика принятия бюджетных обязательств по лимитам 2024 года, подписание контрактов и реализация национальных проектов в Ингушетии. По нацпроекту наш общий объем 4 миллиарда 151 миллион. Из них мы уже подписаны контракты у нас на 1 миллиард 982 миллиона. Это заслуга Минстроя и Минавтодора. Минавтодор свою контрактацию уже завершил. Там оставались у нас объекты по борду названия и все как бы стоит. И по Минстрою работа движется. Но я знаю также, что до сих пор практически по всем министерствам не подготовлены план графики. Благодаря помощи федерального центра в Ингушетии построены десятки социальных объектов. В этом году в планах также запуск современных учреждений. Работа по увеличению качества жизни продолжается. Современные условия обучения стали доступнее. В прошлом году мы освоили по нацпроектам свыше 8 миллиардов. Процент освоения 99,33. То есть это очень высокое освоение. В этом году у нас цифра поскромнее. У нас под 5 миллиардов нацпроекта и 4 миллиарда проекта государственного масштаба. Ну, тоже 9 миллиардов в масштабах бюджета республики, но это примерно 1/5 часть. Это чистые вложения в социальные вещи республики. Это детские сады, это школы, это рабочие места. Потому что по прошлому году мы ввели 13 школ и 10 детских садов. Вот, представляете, сколько это рабочих мест? Там каждый детский сад – это порядка 70 человек. Это мамочки, женщины наши идут на работу, трудоустраиваются. Об актуальных вопросах по курируемым направлениям на совещании рассказали собравшимся первые заместители председателя правительства Ингушетии. В соответствии с повесткой еженедельного совещания всем ответственным министерствам и ведомствам даны соответствующие поручения. Рина Сычоева, Хамзат Халухоев. Новости 24.